В очереди за своей порцией вакцины почти 200 коров. Здесь прививки, как и обед, по расписанию. По словам Рафиса Хузахметова, коровы дают до 3 тонн молока ежедневно, поэтому их здоровье в центре внимания. Постоянно держим этот вопрос на контроле. Прививки делали и в прошлом году, и в этом. Сейчас для животных много угроз, поэтому вакцинация – необходимая мера. Нодулярный дерматит – опасная инфекция крупного рогатого скота. Он передается через насекомых и поражает легкие, глаза и желудок животных. Заболевание легко определить, ведь большинство признаков нодулярного дерматита внешние. Сначала из глаз и из носа течет слизь, затем на коже завязываются мелкие узелки. Но еще один тревожный признак – у коровы пропадает молоко. Специалисты успокаивают, для человека вирус не опасен. Заболевание распространяется только среди крупного рогатого скота. Прививки бесплатные, одной хватает на год. По словам ветеринаров, борьбу с вирусом осложняет то, что он еще плохо изучен. Через 12 месяцев это обязательно делать, потому что мы еще эту болезнь не знаем, так-то представляем только по картинкам, по фильмам только, но мы сами пока, слава богу, как говорится, не видели болезнь. Впервые нодулярный дерматит в России был зафиксирован в 2015-м. В этом году в республике пока ни одного случая заражения. Но в 2017-м вирус прошел совсем рядом, в Башкортостане и Самарской области. Оградить татарстанцев от болезни – задача номер один, говорят специалисты. В этом году мы с начала февраля начали вакцинировать в Высокогорском районе. Сначала вакцинируем общественный сектор, потом частный сектор. Препарат заготавливаем по мере необходимости. Если после заготовки этот препарат хранить больше 6 часов нельзя, она испортится. На сегодня в республике привито уже более 70% животных. Полная вакцинация должна пройти до конца апреля. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Высокогорский район.